Паралимпийский вид спорта боча становится все популярнее. Сегодня компания сотовой связи и Якутское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов провели мастер-класс по боче для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Продолжит тему Нургуяна Егорова. В 8 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири бочей занимается около 2000 инвалидов. Достаточно новый вид спорта в России. С недавних времен нашел своих сторонников и в Якутии. Так, в Центре адаптивной физической культуры и спорта на сегодняшний день секцию боча посещает 18 детей. Сегодня организаторы мастер-класса подарили центру инвентарь. Но я думаю, в республике этот вид спорта уже будет развиваться. В других муниципальных образованиях тоже приобрели некоторые улусы инвентарь такой, да, который дорогостоящий. Они такие мячи сделаны из кожаного мяча, поэтому тоже дорогие. Правила игры очень просты. Жребий определяет бросающего белый стартовый мяч. Игрок стремится разместить свой мяч как можно ближе к стартовому. Боча может быть и командным, и личным. Сегодня в мастер-классе приняли участие не только опытные ребята, но и начинающие. Хорошо. Это понятно, там все. Это хорошая игра, понимание, там думать хорошо. Занятие бочей дает возможность развиваться не только физически, но и позволяет инвалидам расширить круг знакомых, социализироваться в обществе. Боча в программу Паралимпийских игр включен с 1984 года. Следовательно, и в Якутии есть перспективы развития этого вида спорта. И вполне возможно, что якутяне в скором времени выйдут на старт Паралимпийских игр. Нургуяна Егорова, Дмитрий Сургучев, НВК, Саха, Якутск.